Долгожданная встреча. Почти все участники предыдущих форумов решили вновь повторить опыт общения. Друзья по форуму не виделись целый год, и сегодня место их встречи изменить никак нельзя. Мы ждали эту встречу 2 года, надеялись, что в 2019 должен был состояться проект, но там, увы, не получилось. Конечно, мы очень рады, что увиделись наконец-то. Надеемся, что на этот раз мы будем более активно еще поддерживать связь. В любом случае, мы всегда знаем, что нас ждут, нам рады и нас встретят как надо. Новичков этой делегации знакомят с самыми интересными фактами бытности ингушского народа, рассказывают о традициях и преданиях. Как шла сервировка стола? Ведь обратите внимание, у нас по центру стоит такой стол на треноге, да? Почему делаются такие треножные столы? Соответственно, для большей устойчивости. Когда они рассаживались, по центру стола ставилась вот такая тарелка, видите, называется шу. Этот проект позволяет устранить непонимание и конфликты в межнациональных отношениях и показывает другим регионам Кавказ с лучшей стороны, всю его многовековую историю и красивые традиции народов СКФО. Элина Гусарова в республику просто влюбилась и каждый раз приезжает с восторгом. Этот проект мне, во-первых, дает мотивацию на дружбу реально со всеми народами и людьми разных религиозных убеждений, потому что даже у меня были какие-то стереотипы насчет моего народа, насчет русских людей. И благодаря, получается, своему отцу я просто взяла их и разрушила. Поэтому этот проект дает очень много опыта в общении, в коммуникации, поэтому это очень классный проект, я обожаю его. Делегация из 16 человек успела побывать в Кабардино-Балкарии, Осетии и, наконец, приехали в жемчужину Кавказа. Эти маяки впервые засветились в Ингушетии в 2016 году. Тогда была запущена пилотная версия проекта, которая прошла на ура. Проект «Маяки дружбы» существует уже 4-й год подряд. Примечательно, что начинался он с группы неравнодушных добровольцев и небольшой экспедиции к средневековым башням на Кавказе, которые впоследствии дали название новой акции и стали ее символом. Из нее и вырос масштабный проект с лаконичным и понятным девизом «Помогать, познавать, рассказывать, дружить». В этом году «Маяки дружбы» на Кавказ приехали с новой миссией. Основная тема – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому и города, в которые направляются участники проекта, были выбраны не случайно. Малгобек, Псков, Ржев, Калининград, Волгоград и Нальчик. Именно в этих местах проходили ключевые события и битвы. Если раньше ребята задерживались в каждом регионе на неделю, то сейчас этого не позволяет пандемия. В этом году мы не смогли провести в таком формате. Тут есть свои, конечно, ограничения, но мы надеемся, что в следующем году у нас получится снова продолжить нашу культурно-просветительскую миссию, потому что это действительно интересно всем. Ну а дальше ребята направились на мемориал памяти и славы. Здесь участники проекта почтили память погибших и возложили цветы к вечному огню. Позиция правды. В то время, когда зарубежные страны активно предпринимают попытки переписать значения и роли стран-участниц войны, сегодняшняя миссия становится особенно важной. И самое главное, ребята не просто путешествуют, но еще и вносят свою лепту. Памятники на мемориалы, мы благоустраиваем эту территорию как можем. Мы не можем строить, потому что мы некомпетентны, но все же как-то прибраться там, что-то, все, что мы в силах сделать, мы делаем. И непосредственно, когда мы взаимодействуем, уже мы видим воочию вот эти памятники, вот эти мемориалы и так далее, это такой интерактив. То есть мы это узнаем не из книг, не из учебников. Это, конечно, полезная информация, но лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Конечная точка маячков, так себя называют участники акции, легендарный город воинской славы Малгобек. Ребята познакомились с местами боевой славы, а со следующего дня активисты продолжат свое путешествие по другим городам России. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.